Уважаемые коллеги, приветствую вас и поздравляю с первым юбилеем Общественной палаты Республики, десятилетием со дня основания. В августе 2011 года мы, первый состав Общественной палаты Республики, приступили к работе. Нас было всего 25 человек. Возглавил Общественную палату Республики первого созыва знаменитый ученый, доктор исторических наук, профессор Василий Николаевич Иванов. Что скрывать, мы тогда имели совсем мало опыта. Не знали, как и в каком направлении двигаться. В составе Общественной палаты Республики были представлены только город Якутск. Моими первыми командировками стали выезды по обмену опытом в Рязань, Иркутск, Новосибирск, Белгород, Хабаровск, Улан-Удэ, Санкт-Петербург. Состоялись активные обмены знаниями, опытом, строили планы, думали о совместной работе. В тесном контакте мы работали с Общественной палатой Российской Федерации. Там уже был наработан определенный опыт. Нас учили, придавали определенный багаж знаний. Было трудно, но мы старались. Тем временем в республике население узнало, что создана Общественная палата, и жители стали к нам обращаться. Каждое заявление и жалобу мы внимательно рассматривали, изучали. Начали плотно работать с органами государственной власти республики. При них создавались общественные советы, такие же советы общественные приступили к работе при муниципалитетах. Хочу отметить, что наша республика впервые в Российской Федерации организовала независимую оценку деятельности работников медицинских учреждений. На российском уровне подобного опыта еще не было. По инициативе кандидата социологических наук Юрия Жигусова мы организовали эту работу в городах Якутске и в Нерюнгри. В стационарах, поликлиниках медицинских учреждений проводили социологические опросы на качество оказываемой медицинской помощи. Затем все результаты направлялись для обсуждения в Общественный совет при Министерстве здравоохранения Республики. На основании замечаний принимались соответствующие меры по устранению выявленных нарушений. В этой нашей работе опубликованы в Российской медицинской газете. На российском уровне подобные социологические исследования стали проводиться лишь через несколько лет после нас. С 2014 года был избран очередной состав Общественной палаты Республики, в который вошли представители всех районов Республики. Я в течение нескольких лет возглавлял комиссию по социальным вопросам. Затем мне доверили работу по независимой оценке деятельности Министерств труда и социального развития, образования и науки, здравоохранения, культуры и духовного развития и других. Хочу сказать добрые слова в адрес наших председателей. В первом составе мы отлично работали под руководством Василия Николаевича Иванова, во втором Вячеслава Петровича Алексеева, в третьем Алексея Егоровича Сергучева, также Валентиной Ивановной Кирилловной, Оксаны Васильевны Халтуриной. Все они были талантливые, с большим опытом работы в разных структурах власти и науки. Я считаю, что работал
работал в составе Общественной палаты республики, мы добились многого. Это диалог с властью и обществом. Побывали во многих районах, население ставило перед нами жизненно важные вопросы. Эти проблемы мы ставили перед органами власти республики, главами районов. К сожалению, из-за пандемии коронавируса Общественная палата перешла на дистанционную работу, что, как мне кажется, повлияло на продуктивность ее работы. Все-таки согласитесь. Общение в режиме онлайн никогда не заменит живого общения, разговора, настоящих эмоций. Тем не менее, Общественная палата республики под руководством Бугаева Николая Дмитриевича работает, ставит актуальные вопросы перед органами власти и, что самое главное, добивается их решения. Всем членам Общественной палаты республики желаю работать дальше в таком же насыщенном режиме, который был задан предыдущим составом Общественной палаты нашей республики. Спасибо за внимание.